Перед официальной встречей Аслан Бжаня и Ради Хабиров возложили цветы к мемориалу погибших в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Славы. Они также почтили память абхазских военачальников, героев Абхазии Султана Сосналиева и Сергея Дбар, чьи памятники установлены здесь же. После встреча продолжилась в администрации президента. Аслан Бжаня с удовольствием отметил, что абхазская делегация была впечатлена достижениями Башкортостана во время своего визита в республику. В свою очередь Ради Хабиров сказал, что с удовольствием принял приглашение посетить Абхазию с официальным визитом и подчеркнул, что для республик пришла пора более активно заниматься внешнеэкономическими отношениями. Мы вас давно ждали и очень рады приветствовать здесь, в столице Республики Абхазия. Наши народы связывают давнишние добрые отношения. Народ Абхазии помнит, как руководство Башкирии, народ Башкортостана в самые сложные периоды поддерживали нас. Это та страница истории, которая нам позволяет думать и быть уверенным в том, что и в будущем мы сохраним те отношения, которые были заложены отцами-основателями. Мы всегда говорим, что Абхазия, абхазский народ нам очень понятен, очень близок. Мы гордимся вашей историей, с уважением смотрим на вашу историю. Поэтому, я думаю, теперь пришло время созидать в мирном русле и делать так, чтобы наши люди повышали свое благосостояние. Желаем, безусловно, всегда процветания Абхазии. Далее встреча продолжилась в расширенном формате. По ее итогам между правительствами Абхазии и Башкортостана было подписано соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, туристической и культурной сферах и меморандум о сотрудничестве между Министерством экономики Абхазии и Министерством экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана. По завершении официальной части мероприятия Аслан Бжаня и Ради Хабиров ответили на вопросы журналистов. В частности, оценили динамику и перспективы взаимоотношений Абхазии и Башкортостана. Поездка, которая состоялась в Башкортостан в прошлом году, она носила очень интересный характер. В информативном плане она была интересна. Республика развивается динамично. Это один из наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. Есть на что посмотреть, есть чему научиться, есть что перенять. А я неоднократно говорил об этом. Наши народы связывают давнишние дружеские отношения, они проверены временем. И, конечно же, будет правильно, я считаю, если мы эти отношения наполним еще большим новым содержанием, придадим им импульс. Мы заинтересованы в реализации совместных проектов в туризме, в сфере туризма, в сфере сельского хозяйства, в увеличении товарооборота. И если не будет такого уровня встреч, таких контактов, все останется так, как было. Поэтому эти встречи и проходят, и они обязательно дадут положительный результат. Я в это верю. После встречи у нас в Уфе мы договорились, что мы приедем сюда. И вот уже сюда, когда мы приехали, мы, подчеркиваю, приехали не одни, и уже эти дни мы хотели посмотреть состояние развития, соответственно, туристической индустрии. Нам это интересно. И вы знаете, с большим удовольствием и с уважением мы увидели, что действительно инвестиции возвращаются в Абхазию. Очень приятно наблюдать, что появляются новые туристические комплексы, новые гостиницы. Знаете, даже вот такой эмоциональный взгляд, вот на вечерние Гагры смотришь, уже действительно вспоминаешь, вот как это должно быть в курортных городах, что очень приятно. Соответственно, это дает нам возможность уже развивать и готовить почву для того, чтобы туристы из Уфы, из Башкортостана приезжали к вам сюда. Поэтому мы уже сейчас, после этой поездки, ряд наших программ, которые направлены на акселерацию туризма и для пожилых, и для школьников, будем править, чтобы открыть возможность отдыха здесь. Все-таки здесь замечательная природа, море, очень много исторических уникальных объектов, поэтому нам это с этой части очень интересно. Но, подчеркиваю, мы не могли принимать решения конкретные, пока сами не посмотрим и не примем решение на месте. Второе, это, конечно, товарооборот. Он на данный момент небольшой, но совершенно точно
есть ряд видов продукции, которые нам интересны, прежде всего продукция сельского хозяйства Республики Абхазия. Ну и, конечно, мы сами готовы предложить, в том числе и перерабатывающую промышленность, и продукты и нефтехимия готовы предлагать. Поэтому есть о чем договариваться и есть куда двигаться. Но мы еще хотели, конечно, посмотреть, мы сторонники не просто экономического сотрудничества. Аслан Георгиевич справедливо сказал, что нас связывают очень братские и дружеские отношения, поэтому у нас в центре и в фокусе внимания еще организации культурными обменами, образовательными обменами, потому что мы готовы, чтобы студенты из Абхазии приезжали к нам, получали в наших вузах соответствующее образование, достаточно высокое. Поэтому это такая комплексная работа и комплексная задача. Представители СМИ также задали вопрос Аслану Бжане о транспортном сообщении с Башкирией, в частности, процессе восстановления Сухумского аэропорта имени Владислава Ардзимба. Этот вопрос для нас является принципиальным. На протяжении последних 1,5 лет мы прилагаем большое количество усилий, чтобы возобновить воздушное сообщение между Абхазией и городами Российской Федерации. Вопрос не из простых, очень много составляющих. Проектная сметная документация готова, на это потребовалось определенное количество времени, определенное количество денег. Документы проходят государственную экспертизу. Параллельно подготовлен документ межправительственного соглашения о реконструкции аэропорта города Сухум. И готовится после того, как межправительственное соглашение будет подписано. Мы надеемся, что это произойдет в ближайший месяц, может быть, 2. А потом мы должны выйти на подписание инвестконтракта и приступить к работам. Пока все идет в соответствии с тем планом, графиком, который мы наметили. Пока все идет хорошо. Глава Башкортостана прокомментировал подписанное соглашение. Соглашение, оно является рамочным, дает нам возможность уже детализировать его по специализированным направлениям, то, о чем я сказал. У нас в составе нашей делегации представители Министерства нашего туризма, Министерства образования и также туроператор, руководитель туроператоров. То есть мы сейчас на основании этого документа будем делать документы, уже готовить соглашение между соответствующими профильными ведомствами. Это первое. То же самое, у нас уже здесь побывали наши представители Министерства сельского хозяйства, которые тоже по своей части будут готовить уже точное соглашение, где и сроки, и ответственные, и, соответственно, продукты, которые мы готовы, или продукции, которые обмениваются. То есть это дает возможность уже в правовом поле решать те задачи, о которых я сейчас сказал. Официальный визит делегации Республики Башкортостан в Абхазию продлится до 2 апреля. Рада Чачава, Рамо Камкия, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.